Қайырлы кеш. Информбюро эфирде. Студияда мен Ирина Евгеньева. И смотрите сегодня. Старт БКТ отбасы. В Казахстане начали принимать заявки на ипотеку под 2%. Каковы условия для участия в программе? Каким должен быть доход у семьи? И как будет происходить слияние очередей? Январские события, как это было. О роли Дикого Армана рассказали в Генеральной прокуратуре. Сколько человек удерживали в паркингах, чего добивались, какое оружие раздавали для участия в митингах и кто всем этим руководил. Полетели. Как много казахстанцев уже воспользовались программой Kids Go Free, насколько доступнее стал отдых внутри страны и не завышают ли цены в туркомпаниях. Хлебный год. Как погодные условия скажутся на урожае пшеницы? В каких регионах будет засушливо? Пересмотрят ли аграрии стоимость своей продукции? В Казахстане стартовал прием заявок на ипотеку под 2% годовых по программе БКТ отбасы. В ней могут принять участие граждане, которые стоят в очереди на получение жилья от акиматов. Это многодетные, неполные семьи и те, кто воспитывают ребенка с ограниченными возможностями. Моя коллега Полина Булава внимательно изучила условия для участия и готова рассказать подробности. Полина, на какую сумму можно рассчитывать при получении льготного займа? Добрый вечер. Ирина, максимальная сумма займа 15 миллионов тенге для городов Нур-Султан, Алматы и их пригородных зон, а также Шымкента, Актау и Атырау. Для остальных регионов максимальная сумма 10 миллионов тенге. Заявки на участие в программе БКТ отбасы принимаются с 20 июня по 19 июля. По ней можно получить льготный заем на срок до 20 лет при наличии первоначального взноса 10% от суммы займа по ставке 2% годовых. Принять участие в программе могут очередники местных исполнительных органов в категориях: многодетная семья, семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями, неполная семья. Заявления, поданные в прошлом году, но по которым заем еще не получили, будут аннулированы. Для участия в новом этапе программы подать заявку нужно будет еще раз. Отбор будет происходить именно по дате постановки на учет и по категориям. Если, например, скажем, клиент стал в очередь в 2010 году, 5 марта, и он среди всех поданных является первым, то его в первую очередь будут приглашать. По программе можно взять как первичное, так и вторичное жилье, а также частный дом. В этом году на программу выделили 51 миллиард тенге. Так банк планирует прокредитовать более 5000 семей. В приоритете будут те, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями. Доход не должен превышать 3,1 прожиточных минимума. Если в тенге говорить, это примерно 115 905 тенге на каждого члена семьи. Мы проверяем только именно превышение только по трудовому доходу. Например, пособие принимается как дополнительный доход, поэтому там не учитывается эта сумма пособия. Подать заявку можно на сайте отбасыбанк.kz. Для этого нужно быть клиентом Отбасыбанка и иметь телефон для получения кода аутентификации. Других справок и документов прикладывать не нужно. Система самостоятельно проверит данные и сформирует заявку. Ирина. Спасибо, Полина. Преступная группировка криминального авторитета Армана Джумагильдиева, известного как Дикий Арман, похитила 24 человека во время январских погромов. Их жестоко избивали и удерживали в паркингах гостиницы Алматы, а позже вывезли на окраину города и заперли в металлическом контейнере. Один из потерпевших в итоге от побоев скончался. Подробности расследования сегодня на брифинге сообщил представитель Генеральной прокуратуры. Вооружаясь, преступники одновременно получали указания от организатора и его подручных. За совершение указанных преступлений арестовано 40 подозреваемых лиц. Работа по установлению остальных участников преступной группировки продолжается. Рассказали в Генеральной прокуратуре и о недозволенных методах следствия. Так, по делу о пытках раскаленным паровым утюгом в Алматинской области потерпевшими признали 25 человек. Все заявители описали схожий способ применения пыток. 8 наиболее резонансных случаев расследуют специальные прокуроры. По ним признаны подозреваемыми 15 сотрудников следственных и правоохранительных органов. Из них 9 содержатся под стражей. Большинство потерпевших не могут опознать причастных лиц, потому что последние были в масках, либо без обмундирования. По делам отсутствуют видеоматериалы,
поскольку оборудование было повреждено в результате атак на здание полиции. Несмотря на это, обеспечивается проведение всего комплекса следственных и процессуальных действий по сбору доказательств. Почему студентов и молодых отцов забирают в военкоматы, рассказал глава Министерства обороны сегодня в правительстве. Руслан Жаксылыков отметил, что любой гражданин, достигший совершеннолетия, обязан выполнить воинский долг. Но наши граждане, вместо того, чтобы предоставить документы для отсрочки от армии, просто уклоняются от нее. Людмила Батюшкина выясняла, почему молодые люди боятся идти служить. В социальных сетях все чаще появляются видео, как полицейские останавливают и забирают молодых людей на улицах, в развлекательных учреждениях и даже медицинских организациях. Многие казахстанцы возмущены этим. Вот пацанов, которых уже забрали. По Казахстану, видать, везде сейчас так. У нас в Шымкенте то же самое. Поймали, скрутили, в автобусы увезли. Прямо на улицах вылавливают, около торговых центров и кафе, на площадях. Короче, везде, где можно. Так вот, я думаю, есть гражданский долг. Должен — отдай и ходи спокойно. Мой сын вышел с работы в 23:00. На него сразу вышло 8 человек с военкомата, в том числе участковые, заставляли уехать в казарму. А что делать, если добровольно не хотят юноши идти служить? В стране должна быть армия. Многие родители сами настраивают своих сыновей против службы, делая из них хлюпиков. Мансар просит не показывать его лицо. Ему 21 год, он заканчивает университет. Чтобы получить диплом, нужно в обходном листе поставить подпись в военкомате. Но парень боится, так как нескольких его знакомых тут же забрали в армию. Когда я заканчивал 11 класс, я хотел пойти в армию. Но после того, как услышал о трагических случаях в воинских частях, передумал. Сейчас в армии служит мой братишка. Каждый месяц по 3-4 раза звонит, просит деньги, говорит, что день рождения или какие-то праздники. Но я думаю, это не на праздники. По статистике, сейчас в армию попадает лишь 15% молодых людей, подлежащих призыву. Явиться на призывной пункт по повестке – обязанность призывника. Но законом не предусмотрена ответственность за уклонение. Военкоматам приходится сталкиваться с рядом проблем. Первое. Сокрытие родителями и близкими родственниками призывников. А также со стороны руководства частных организаций призывников, временно работающих на договорной основе в сфере обслуживания населения. Это рынки, кинотеатры, торгово-развлекательные центры, пункты общественного питания, а также строительные компании. Во-вторых, смена жительства без снятия с воинского учета. Как пояснил министр обороны, ошибочные повестки получают призывники, которые не предоставили своевременно в призывные комиссии справки, подтверждающие основания для отсрочки. К примеру, если у молодого человека родился ребенок, он должен показать свидетельство о рождении малыша и до 27 лет будет освобожден от армии. Студентов не будут тревожить на время учебы, если принесет справку с вуза и так далее. Отсрочки предоставляют также по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, священнослужителям. Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, Информбюро, Карагандинская область. Лето в разгаре, и многие казахстанцы уже покупают семейные туры по популярным направлениям внутри страны. Затрат должно стать меньше, ведь действует программа Kids Go Free. Это когда государство компенсирует стоимость перелета на детей. Работает ли это положение, как было задумано? Поговорим об этом с пресс-секретарем АО «Казахтуризм» Ернуром Кинжибековым. Ернур, добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько казахстанцев уже воспользовались этой программой? По последним данным, программой воспользовались уже почти 120 семей. Это информация на этот момент. Это 120 семей или же, можно сказать, что более 240 детей по этой программе охвачены, и они отдохнули по программе Kids Go Free. С какими трудностями сталкиваются туркомпании? Основные трудности, можно сказать, это то, что программа новая. Пока все привыкают к механизму реализации, к большому наплыву звонков от туристов, которые хотят воспользоваться этой программой, в том числе звонят и в Казахтуризм. Но мы объясняем, что программа для туристов, она в первую очередь должны они обращаться к туроператорам, а мы работаем непосредственно после завершения туров, непосредственно с туроператорами на основе их заявок. И самые популярные направления – это Туркестан, Алматы, Мангистау. То есть у нас проблема еще в том, что линейка турпакетов, она не слишком расширенная. Напомните, пожалуйста, механизм. Каким образом погашается стоимость авиаперелета? Родители в итоге платят за своих детей?
Сейчас на рынке вот сложилось, можно сказать, два варианта использования этой программы. То есть если первое изначальное, которое планировалось, то есть туристы приходят в туркомпанию и они покупают турпакет за вычетом билетов для детей в возрасте от 2 до 17 лет включительно, они не платят за этот билет. То есть в данном случае туроператор покрывает эти расходы. После завершения тура туроператор формирует заявку и направляет ее нам. Мы принимаем эту заявку и в течение какого-то времени сверяемся и производим выплаты. Предлагается такой вариант. Туристы платят за полный пакет, но по истечению тура, то есть после того, как мы обработали все заявки, выплатили, туроператор возмещает туриста. Спасибо вам. С нами на связи был пресс-секретарь АО «Казахтуризм» Ернур Кенжебеков. Сельским жителям, которые еще не подключены ко всемирной сети, поможет спутниковый интернет. По словам руководства компании «Казахтелеком», проблема решится в течение ближайших 2 лет. На заседании общественного совета при фонде «Самрук-Казына» представители крупнейшего телеком-оператора страны рассказали о том, какую работу проводят. Обеспечение населения качественным интернетом – одна из главных задач, стоящих перед компанией. Проблемы подключения ко всемирной сети испытывают жители СЕО. В 600 отдаленных населенных пунктах его и вовсе нет. Как это влияет на жизнь сельчан, знает депутат Сената Ольга Булавкина. Интернет важен как и для жителей села, так и для педагогов. Он важен для системы здравоохранения. Сельские врачи заполняют базу, потом уже в нерабочее время. Последние 2 года Казахтелеком активно инвестировал в развитие сети в селах в рамках программы 250+. Итоги работы позволяют внедрить современные технологии в аулах. Но проводить оптоволокно в отдаленные населенные пункты в силу различных факторов не всегда представляется возможным, говорит председатель правления компании. Объем работ ежегодно растет и в городах. Спрос на передачу данных растет быстрее, чем мы успеваем это поставить, и поэтому мы считаем, что важным для нашей группы компаний это удовлетворение спроса наших клиентов. Из 6406 населенных пунктов страны компании по различным технологиям обеспечены интернетом более 4800 сел, сообщили представители Казахтелекома. В настоящее время телеком-оператор разрабатывает и реализует планы по подключению оставшихся 1600 сел к интернету, но и по планомерному увеличению качества своих услуг в тех населенных пунктах, где компания и ее дочерние структуры уже присутствуют. Далее Насипова, Дидар Елеев, Информбюро, Нур-Султан. Продолжаем эфир. Урожай зерновых в Казахстане в этом году ожидается на уровне выше среднегодовых объемов. Прогноз по озимой пшенице предоставили в Казгидромете. Однако аграрии страны столкнулись с трудностями уже за первые несколько месяцев сельскохозяйственных работ. Метеорологические условия на юге и юго-востоке страны в этом году были благоприятными для формирования и созревания зерна, отмечают специалисты. Они прогнозируют урожай зерновых культур в размере до 18 миллионов тонн. В частности, только пшеница ожидается до 13,5 миллионов тонн. Это на порядок больше, чем урожайность прошлого года. Объемы будут выше, отмечают и сами аграрии, даже несмотря на трудности, которые испытывали крестьяне во время посевной. Это рост цен на все ресурсы, необходимые для сельхозпроизводства, то есть это и семена, и средства защиты растений, и удобрения, запасные части, плюс неуверенность фермеров в том, что не будет ли какого-либо регулирования рынка в дальнейшем. Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев посетил казну имени Аль-Фараби. Акаев выступил с лекцией для студентов. Жамал Габдуллина расскажет подробнее. Лидерская лекция экс-президента Кыргызской республики стала большим событием для научного сообщества Казахстана. Ее пришли послушать видные государственные и общественные деятели, известные академики и ученые, писатели, члены Совета директоров казну, представители СМИ, профессорско-преподавательский состав и студенты университета. Спикер был удостоен звания почетный профессор казну имени Аль-Фараби. Акаев отметил теплый прием и выразил благодарность за оказанную честь. Для меня огромная честь посетить ваш замечательный прославленный университет. Я вспоминаю, как первый раз я познакомился с вашим замечательным университетом. Это было
ровно 45 лет тому назад на всесоюзной конференции. Акаев вручил дипломы лучшим докторантам. В свою очередь, ректор университета Казну Жансейд Тюмибаев поблагодарил гостя за визит и отметил его вклад в образование, процитировав академика Нигматуллина. Многие ученые становились главами государств и правительств. Но Аскар Акаев единственный, кто, покинув большую политику, смог вновь вернуться в большую науку и добиться выдающихся результатов совершенно новой для него области науки. Добавим, что 21 июня у Аскара Акаева запланирована вторая встреча во Дворце студентов имени Умирбека Жолдаспекова. Там он выступит с лекцией по цифровой экономике. Жамал Габдуллина, Ренат Абулхаиров, Информбюро, Алматы. Более 300 километров дорог местного значения отремонтируют в этом году в Кустанайской области. Стартует и грандиозный проект, приуроченный к празднованию 150-летия Ахмета Байтурсынова. 100 семей километровую дорогу к Дому просветителя уже начали ремонтировать. По протяженности дорог Кустанайская область занимает второе место по стране. В этом году на ремонт выделили 22,5 миллиарда тенге. С целью улучшить транзитно-логистический потенциал в регионе близится к завершению реконструкция участка автодороги Аед-Варваринская до границы с Россией. Стоимость проекта 3 миллиарда тенге. В Джангильдинском районе начат крупный проект по ремонту автомобильной дороги Шубалан-Карасу, ведущей к селу имени Ахмета Байтурсынова. На данные цели в текущем году выделено 2,7 миллиарда тенге. Развитие дорожной инфраструктуры позитивно влияет на популяризацию местного туризма. Отремонтированные сотни километров дорог сделали доступнее многие памятники истории и объекты экотуризма. Теперь наши любители экологического туризма могут спокойно добираться до Наурзумского района и посетить прекрасный визит-центр. С тем, что ездить по дорогам стало лучше, безопаснее и комфортабельнее, согласны и сами кустанайцы. Да, заметила, что стали лучше сейчас. Особенно везде сейчас ремонтные работы проводятся. Ям меньше, конечно. Ну, конечно, хотелось бы, конечно, чтобы еще лучше было, но, по крайней мере, конечно, было раньше и сейчас заметнее стало. Также в рамках программы «Аул Ельбе-СГ» будут отремонтированы 59 улиц в селах. Всего строительно-монтажные работы проведут в 25 населенных пунктах. Нина Шапо, Елена Досова, Информбюро, Костанай. В Шымкенте горожанам, которые внесли вклад в социально-экономическое и общественное развитие мегаполиса, присвоили звание почетного гражданина. Вручение наград прошло на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню города. Почетных граждан Шымкента наградил аким мегаполиса. Звания удостоились 10 жителей города. Среди них ветераны органов внутренних дел, спорта, врачи, меценаты и преподаватели. Все они внесли свой вклад в развитие родного края. Аскар Акшаев – почетный ветеран Комитета национальной безопасности. За время службы воспитал сотни учеников, которые сейчас занимают руководящие должности в 7 областных, 2 городских, 17 районных органах национальной безопасности. Для меня большая честь в День города, в преддверии Дня города получить такое звание, награждение. Днем города поздравляю всех жителей нашего Шымкента. Я желаю каждой семье благополучия, счастья, и процветания нашему городу. Награждение приурочили ко Дню города. В честь праздника для жителей мегаполиса провели концерт под названием «Шымкентын Шырайы Шамшы». На творческом вечере выступили заслуженные звезды страны. Поздравляю всех жителей с Днем города. Я сам родился в Шымкенте. Город растет и развивается на глазах. Желаю нашему любимому мегаполису процветания, счастья в каждую семью. День города – особый праздник для шымкентцев. Праздновать его привыкли с размахом, а в этом году начали еще за неделю до официальной даты. Анастасия Новикова, Давран Абдиев, Абзал Фурабеков, Информбюро Шымкент. День города в Шымкенте отметили с размахом. Для гостей и жителей мегаполиса на разных площадках организовали ярмарки и конкурсы. Завершением стал яркий концерт с участием артистов отечественной эстрады. В этот день запустили и десятки салютов.
На главной площади Шымкента отметили День города. Этот праздник жители очень ждали. Послушать любимых исполнителей собрались почти 10 тысяч зрителей. Поздравить горожан приехали звезды отечественной эстрады. Шымкент знают везде. Вот я, например, из своего опыта много где побывал, в том числе и за границей, в странах СНГ. Например, если не могу вспомнить определенную страну, но точно знают, что есть такой город Шымкент, который отличается много чем, и действительно этот город знает во всем мире. Хочу сказать одно. Жасасын Шымкент, жасасын Казахстан. Шымкент – самый молодой мегаполис страны. Свой статус он получил 4 года назад. Именно тогда здесь родился первый миллионный житель. Город знают и за пределами Казахстана. В последнее время он является привлекательным для иностранных туристов. Развивается и инфраструктура. Шымкент славится своим гостеприимством и вкусной кухней. Поздравляем город с праздником. Желаем ему процветания. Мы любим Шымкент. Я приехала из Экибастуза. Мне Шымкент очень нравится. Красивый город. Завершился вечер праздничным масштабным салютом. Небо раскрасили тысячи разноцветных огней. Их было видно со всех уголков города. Мадина Исюмбаева, Анастасия Новикова, Давран Абдиев, Информбюро Шымкент. На 31-м канале «Премьера» сериал, покоривший миллионы сердец по всему миру, теперь увидят и казахстанцы. «Зейнеп» – это история о непростой судьбе сильной женщины. Она жила словно в сказке, но потеряла все в один миг. Измены супруга, похищение родной дочери, грехи прошлого, за которые придется расплатиться сполна. История полная боли, надежды и любви. Сегодня в 21:00. Не пропустите.